Здесь в Казахстане почему-то российскую точку зрения больше признают по этой теме, чем попытку казахстанцев копнуть глубже. Великая Отечественная война, голодовки, вот это расстрелы, вот все как будто мы забыли. Мы живем вроде в одном государстве, а все в разных измерениях. Люди устали читать только книги зарубежных. Современная система образования готовит людей к профессиям, которые уже умерли. Какой смысл здесь в Казахстане что-то издавать? Тратить на это деньги. Здесь нету аудитории политологии и политических технологий. Вот, то есть отделение политологии и политических технологий на факультете философии и политологии. Главная война, в которой Россия уже проиграла, это война за мозги. Здравствуйте, дорогие друзья! Рады приветствовать на канале литературного клуба 451 градус. И у нас в гостях Досым Сатпаев. Я приветствую всех. Спасибо за приглашение. Спасибо вам, что пришли. И сегодня мы бы хотели с вами поговорить больше, наверное, о культурной составляющей вашей жизни. И один из последних новостей, то, что я видел и узнал, это то, что вам дали лицензию на фильм, на книгу «Голодная степь», на издание. Вы же были в процессе создания этой книги? Нет. С вами консультировались, да? На самом деле история началась с того самого момента, когда мы в прошлом году начали съемки документального фильма про Ашаршот. Да, от кочевники мертвой степи. И тогда же мы связались с Сарой Хаммерон, это известный американский профессор, который как раз этой темой занимается. И узнали, что в январе этого года будет презентация ее книги в Вашингтоне. То есть мы целых 2 месяца специально ждали для этого фильма именно этот момент в том числе. Да, потому что нам было очень важно попасть на эту презентацию, чтобы наша команда поехала, сняла, и потом взяли у нее интервью по поводу этой книги. Это ребята из Степи были? Даниэль Косназаров попросил, он в это время был в Штатах. Джордж Вашингтон университет, как раз. И Ердена тоже, Закибая, который как бы является довольно известным тоже сейчас художником, молодым, вот он тоже в Штатах сейчас. И неплохо операторскую работу тоже выполняет. Вот. То есть такая была солянка, хорошая команда, за что им большое спасибо. Да. И вот мы как раз смогли в январе этого года организовать с ней интервью и снять презентацию книги ее в Буксто, в книжном магазине. Это тоже для нас было интересно, как там проводятся, вот эти презентации. Там народ приличный собрался. Народу было много, в принципе, такой мини-конференцию напоминал, нас докладно выступал. И вот тогда же возникла идея издать ее книгу здесь, в Казахстане, на казахском русском языке. И вот мы начали вести переговоры с ее издательством. Это вот Cornell University Press, знаете, о чем, 150 лет, это старейшее, одно из старейших издательств в мире, назовем даже так, И интересный был для меня процесс общения с ними, тоже как бы впервые в Казахстане. О казахах пишут. Да, о казахах пишут за границей, именно в рамках научного исследования, очень такого долгого, длительного, очень основательного. И впервые американское издательство старейшее решило как бы выйти на казахстанский рынок, именно вот с точки зрения презентации этой книги через сотрудничество с нами. Вот получается, вот такая была предыстория. Переговоры шли определенный длительный период, но мы договорились, заключили контракт, и куда колоса, вот может быть в следующем году уже... Вы сначала издаете на казахском? Мы, на казахском языке будет первый вариант книги, но русский вариант будет готовить издательство в России. То есть разделение туда произошло. То есть Cornell University Press, они заключили контракт с российским издательством на русском языке, мы будем издавать на казахском. Но мы сейчас ведем тесные контакты, чтобы одновременно попытаться, чтобы не было большого разрыва здесь, на казахстанском рынке, чтобы появилось. Чтобы они вместе появились. Вместе, чтобы появилось. То есть у нас очень тесное партнерство с ними, потому что они сразу нам предложили это сотрудничество, потому что, говорят, у нас хорошие переводчики с английского на русский, но плохие знатоки Казахстана. История Казахстана, Как у нас вообще с переводческой деятельностью? Кто будет переводить, заниматься? Это же команда по-любому будет заниматься переводом на казахский язык. Да, то есть очень важный момент именно касательно качества перевода. Да. Поэтому у нас как бы работа активная в этом плане шла. Вот, мы нашли прекрасную женщину, Зауре ее зовут, она живет за пределами Казахстана, но самое интересное, что она очень хорошо знает Сару Хаммерон, потому что обучала ее казахскому языку. Да, и, кстати, мы как раз и привлекли ее для того, чтобы она помогла нам с казахским переводом, потому что у нее есть то, что, может быть, не хватало бы остальным. Она в постоянном процессе с автором. Детально может Детально, да, то есть перевод идет параллельно с авторской правкой.
обсуждения, поэтому, естественно, этот процесс будет очень длительный. Мы не торопимся. Для нас самое главное, чтобы этот перевод был очень качественный, для того, чтобы те, кто будет читать эту книгу, они были удовлетворены. Почему я это спрашиваю? Мы в прошлый раз насчет темы переводов обсуждали с Майей Акишевой, и что у нас именно хромает часть казахского перевода. Именно специализированную, узконаправленную, которую, например, у вас история исторически, чтобы это было правильно. Казахская аудитория, она большая, казахскоязычная аудитория большая, и она требует очень хороших книг. Да, в том-то и дело. Но речь идет даже не только о переводе на казахский язык, но вот даже с английского на русский. Потому что основные переводчики находятся, переводческие, скажем так, структуры находятся в России. Да? Многие переводческие книги здесь попадают через Россию. Да, с русского уже к нам. Да, с русского уже нам. Но в этом есть тоже определенный минус, я считаю. Потому что здесь в Казахстане должна появиться своя школа переводчиков. С разных языков. Английский, китайский, арабский. Естественно, чтобы переводили на казахский язык, с арабского на казахский, с китайского на казахский, с английского на казахский напрямую, без посредничества в лице русского перевода. Потому что с каждым этапом... Конечно, в этом проблема, да. То есть каждый переводчик, он же субъективно подходит к тексту, поэтому есть риски искажения смыслового, понимаете? То есть вначале с английского на русский, потом с русского на казахский. Два, как минимум, переводчика, да, по-своему немного текста воспринимают. В этом есть определенный минус. Вот чтобы было как бы больше текста приближенных к оригиналу, все-таки нужно этих посредников убирать. Я думаю, что это большая задача и у государства должна стоять. То есть у нас есть большое количество учебных заведений, университетов, где, в принципе, должны готовить, в том числе, хороших специалистов, да, с точки зрения переводов. Но этого не происходит, к сожалению. Я сам учился на технаря, и я понимаю, в казахском отделении я учился, и реально это очень сложное дело, потому что именно технический казахский язык, он еще сложнее, и она переводится в основном с российских, с русскоязычных источников. И всегда это место прям хромающее было. Мне было легче изучить на русском и понимать, и выдавать это на казахском, чем читать казахскую литературу. Вот большая сложность. Тема ашаршылык, которая будет затрагиваться в этой книге. Недавно Нуртас Адамбаев, режиссер, говорил, что хочет снять художественный фильм по этой теме. Мы с ним как раз тоже встречались на одном мероприятии, он озвучил вот эту идею. Но он по другой книге от казахстанского автора, я не помню, кто там был. И почему эта тема сейчас становится актуальной? Знаете, одни из первых, кто эту тему в принципе стал поднимать, это тоже интересный момент, это Жас Тулпар. Это молодежная организация казахских студентов, которые в 60-х годах учились в Москве. Болотхан Тайжан, Мурат Ауэзов, целая плеяда людей. А в то же время в Ленинграде появилась такая же группа, Арай называлась. Арай? Да, Арай. То есть получается, как бы вот жас-тулпаровцы, это были первые, они назывались культурно-просветительской группой. Сейчас интеллигенция уже. Их задача была как раз-таки раскрывать определенные элементы истории, которые советская идеология скрывала. Они долго, к сожалению, не просуществовали, понятно, да? Но вот первые попытки были тогда. Потом, когда мы с Эрмеком Турсуновым в ходе работы над фильмом разговаривали, я тоже задавал ему вопрос, вообще, когда он сам впервые услышал о теме голода. Он сказал в 80-х годах, когда общался с аксакалами. Тот же самый Бельгер, он тоже жил в тот самый период, то есть у него вся жизнь прошла в Казахстане. Естественно, что многие молчали об этой теме, потому что, она... Я в детстве уже, мне говорили, это бабушки, дедушки мне тоже, она затронула всех, абсолютно всех. И очень многих потеряли, в те года. И сейчас даже в суверенном в Казахстане эта тема умалчивается. Вот это, кстати, и является причиной, почему Жамбулат Мамаев фильм снял, да, хороший. Мы сняли фильм Нуртас Адамбаев. Потому что это парадоксальная ситуация. Прошло почти уже 30 лет независимости Казахстана, а на официальном уровне определенные пятна до сих пор белые существуют в истории нашего народа. Это парадокс. Я понимаю, что при Советском Союзе целенаправленно эту тему убирали вообще с любых информационных и прочих, научных полей,
потому что понимали, что это невыгодно было советской власти с точки зрения идеологической работы. Но сейчас на самом деле потребность большая, вот правильно вы отметили, да, и у молодежи в том числе, узнать. И вы правильно отметили, что Ашар-Шалык, голод 20-х, 30-х годов, репрессии, они задели очень многих здесь, в Казахстане. Очень многие семьи пострадали. У кого-то, скажем так, вот интересно, кстати, тоже тут мы с Сарой Кэмерон когда общались, у нее тоже интересна была точка зрения, то, что сейчас очень важно составить архив воспоминаний тех людей, которые еще помнят, наши Ожешки, Аташки, да, которые еще помнят тот период, но они не могли рассказать кому-то. Сейчас они, в принципе, это могли бы сделать на камеру, это может быть в виде книги сделать, в виде сайта. То есть вот это очень, на самом деле, важная задача. И вот в ее книге «Голодная степь» она как раз общалась с некоторыми людьми, вот, и брала живые свидетельства. Она была в Казахстане? Да, она была в Казахстане, конечно, она была в Казахстане, она здесь работала в архивах, вот, она работала и в российских архивах, где, кстати, информацию тоже интересную нашла, потому что она сохранилась по тому периоду. Вот, справки определенные, донесения, НКВД и прочее. Поэтому я думаю, что вот эта тема, она сейчас является архиважной с точки зрения научного исследования, с точки зрения информационного освещения. Но мы видим, что вот опять же на официальном уровне отношение к этой теме какое-то дежурное. Вот вроде признают, памятники открывают, но как бы, желательно не трогают. Памятники тоже как бы не особо много. Ну, в Алмате вот относительно недавно открыли. Вот. А я думаю, здесь все-таки это больше геополитический фактор. Тесная привязка к России, да. Обратите, какая была реакция там российских официальных структур там, на появление фильма Джамбулата Мамая, да? Вот вообще, в принципе, на любую тему, связанную с голодом. Моментально они начинают негативно это воспринимать, как некие происки врагов, не понимая, что это часть нашей истории. И вот свидетельские показания, вот документы, вот факты. Так нет же, вот эта попытка, опять же, включить этот зомби в свой ящик, сказать, вы не правы, правы только мы, а это приводит, опять же, к тому, что на официальном уровне здесь, в Казахстане, почему-то российскую точку зрения больше признают по этой теме, чем попытку казахстанцев копнуть глубже и показать общественности, что было на самом деле. Я думаю, это вот подход не очень верный, вот если речь идет о позиции властей по этой теме. Ну, кстати, и по теме Алаш-Арды. Вот недавно был юбилей, 100 лет. Да. И как отметили? Да никак. Вы знаете, как прошло, то есть экспо больше, да, пиарили в свое время, вот, или какие-то там конференции и прочее. А вот эта тема, которая сейчас тоже является очень актуальной, по ней тоже требуется очень много исследований, работ, документальных фильмов и так далее, художественных фильмов. Почему-то опять эта тема была отодвинута на задворки. Насчет темы Алаш-Орды и расстрелов, в Астане раньше был памятник курган со стелой. Потом где-то в 10-х или 9-х годах ее перенесли, где вот Алжир находится, туда снесли, и за место нее поставили флаг. И вот то же самое, не знаю, как будто все у нас красиво, хорошо, давайте это забудем, да, время лечит. Вот такое показалось мне отношение наших властей к такой проблематичной теме. Ну, Великая Отечественная война, голодовки, вот это... расстрелы, вот все как будто мы забудем. Даже фильм был же «Анага Парар Жол», ее сделали трансляцию в YouTube. Там вырезали моменты как раз таки вот таких. Вот, понимаете, я считаю, что такая позиция, она оскорбляет память. Да. Понимаете, память оскорбляет. И она оскорбляет память и о тех погибших, которые... Даже 30 мая, день памяти жертв политических репрессий, но мы давно призываем, чтобы еще и добавили жертв Голодомора. Да. Голода. Потому что погибло, опять же, в результате политики. Это была целенаправленная политика. Это не были какие-то чисто природные факторы. Это была целенаправленная политика, да, которая сгубила многие миллионы жизней. И почему, опять же, эту дату на официальном уровне пытаются связать, и в том числе и с голодом? Только репрессии. Я считаю, что голод это тоже был репрессией. Да. Вот, кстати, вот здесь книга есть, ну, книги, тут Мустафа Шухай, вот, да, Туркестан под властью Совета. Вот. Я же тоже как раз-таки эту книгу издал специально для того, чтобы, в первую очередь, молодежь, она смогла прочитать, вот в чем особенность Мустафы Шухая. Он был не просто политиком, общественным деятелем, он был ученый. И его работы, вот даже вот эта тоненькая книжка, является ценнейшим историческим ресурсом, потому что он опирается на фактаж. Факты. И самое интересное, в чем особенность этой книги, он опирается на советские источники.
газеты, заявления. То же самое, что вы давали. Да, и приводят здесь ужасные цифры. И так, они выдумывают что-то там, да, не занимаются каким-то мистификацией. Скажем. Да, и вот эта книга, ее издал специально для того, чтобы многие молодые люди тоже узнали кусок той истории. Трагической истории в жизни не только казахов, но и всего Туркестана. А это очень интересная книга, потому что здесь он пишет как раз-таки о всей Центральной Азии. Вот. И поэтому я думаю, что вот такие издания, их должно быть как можно больше. Но опять же, тут это же получается на уровне как бы собственной гражданской инициативы. А мне кажется, на уровне государственной работы, вот именно вот такие исторические труды, их должно быть очень много. Я понимаю, что уже были книги, которые издавались еще в 90-х годах, Мустафы Шухай, например, но почему нет вот этого массового распространения, да? То есть они, возможно, в библиотеках есть. Но необходимо где-то пылятся, да, но кто-то там пишет, да, но об этом нужно говорить. Да. Как можно шире привлекать широкую аудиторию, в книжных магазинах они должны продаваться, отдельные должны быть стенды. По поводу вашей последней книги «Деформация вертикали». Вы ее писали 2 года. Да, я ее писал 2 года, и я ее изначально написал на 2 языках. Ну как 2 языках, академический и публицистический. Ну, для массового и для научного сообщества, да. Естественно, как бы вот я слышал как бы и определенное мнение, то, что книга в определенных часах слишком тяжело написана академическим языком, да, но это была целенаправленная задача. Чтобы человек просто погуглил, да? Погуглил и поднять немножко планку. Понимаете, что меня сейчас беспокоит? Меня беспокоит сейчас вакханалия дилетантизма, поверхностности. То есть о серьезных вещах все хотят по-быстрому узнать какие-то там вершки, не пытаясь взглянуть на корешки. Вот это проблема. И поэтому и в этой книге все-таки я попытался, чтобы она была интересна и коллегам, экспертам, и молодым студентам, в том числе политологам, а им необходимо иметь теоретическую базу. Естественно, те, кто все-таки не очень любит теорию, а хотят практику, они могут из 12 глав спокойно прочитать. Там теории посвящено только 3 главы. Остальные 9 это вот чисто казахстанская, скажем тема, да, начиная там истории Советского Союза и заканчивая текущий момент. Пожалуйста, здесь абсолютно, скажем так, у меня было полное желание, с моей точки зрения, раскрыть все вот эти, вытащить все скелеты из шкафов казахстанских и показать общественности. Поэтому я когда на презентации был своей книги, я заявил, что эта книга не о преемственности власти, она о преемственности проблем, которая перешла по наследству Токаеву. Ну, да, голодные камни, да, это тоже такое образное сравнение, которые вылезли, да, вот на дне обмелевших рек Германии, с предупреждением, что будет очень плохо. Да, потому что это уже признак засухи, если голодный камень появился. Поэтому эта книга, еще раз повторю, для меня изначально имела 2 аудитории: академическую аудиторию и более широкую. Поэтому я исхожу из того, что в Казахстане все-таки должно быть больше издаваться не только легкой литературы. Слава богу, она уже появилась в разных форматах. Она есть и... Ну, есть и косяки, но... Есть, да, появилась проза, поэзия, даже появились комиксы, появились стили там японская манга, да? Я то есть это вижу, это хороший процесс. В Меломан заходишь, уже количество авторов казахстанских. Больше растет. Да, и даже не столь важно, хорошо книга написана или плохо. Сам факт того, что здесь люди приходят в магазин, чтобы купить книгу казахстанского автора, это уже позитивный тренд. Он уже сам, по сути, выберет, исходя из этих всех авторов, нравится он или не нравится, это право читателя. Вот. А вам нравится, ну, когда вот вы зашли в магазин книжный, и там разделяют казахстанские авторы, там, зарубежные, классика, что-то такое? Конечно, нравится. Мне кажется, почему вот, например, если эта книга написана в жанре там фэнтези, не положить ее, казахстанский автор в жанре фэнтези написал, и положить на полку фэнтези, чем он будет в казахстанских авторах? Но я думаю, здесь, скорее всего, есть определенная такая маркетинговая задача. Вот вопрос очень важный. Например, в 2009 году мы с ребятами решили организовать литературный конкурс «Алтын Калам». Да. 10 лет он уже проходит, со всего Казахстана собираются разные работы. Нам самим тоже интересно почитать их. У нас столько писателей в стране. Да, все жанры. Детектив, драматургия, фантастика, детские книги. Вот пишут люди активно. Некоторые прям пишут очень много. И вот почему мы тогда эту идею решили реализовать в 2009 году? Потому что в 2009 году, если бы вы зашли бы в книжный магазин, вы бы не увидели большого количества казахстанских авторов. В основном доминировала российская литература. И зарубежная, переводческая тоже, да, переведена там,
российскими издательствами. Вот. И тогда мы решили эту ситуацию немножко изменить, и вот у нас была как раз основная все-таки идея, чтобы когда ты приходишь в книжный магазин, вот для чего появляются вот эти отдельные стенды, да, казахстанских авторов, это такой психологический момент. Что у нас? Что люди, когда приходят, они уже видят, что в Казахстане уже есть собственная плеяда писательская. Это очень важный момент, чтобы не было опять ощущения того, что мы некая провинция, знаете, культурная, которая опять только продает зарубежную литературу, там, российскую литературу и так далее. Перекуп. Да, и потом это все-таки воодушевляет самих писателей. И воодушевлять должно многих тех, кто хочет также, чтобы книжка появилась в книжном магазине. То есть, когда приходит, ого, надо же, люди же пишут, появляются. Вот эти, помните, вот эти стенания ярославные? Да нет, мою книгу никто читать не будет, да? Да у нас нет аудитории, я помню. Когда в 2009 году... До сих пор имеют такое мнение люди. Вот смотри, эта книга вышла в 2009 году. Наша книга с Эрболом Жамагуловым, да, «Легенда номенклатора», это сатирический роман про наших коррупционеров. Она до сих пор издается. Потому что ежемесячно мне тоже, там, скажем так, говорят, она как бы не популярна. Переиздание, да, Меломан ее переиздает. 10 лет она переиздается. И 10 лет ее покупают люди, потому что она интересна. С точки зрения, что это первый сатирический роман. В стиле Ильфа Петрова, там Код да Винчи, там есть определенная детективная канва, да, вот, про масонские ложи и так далее. Все это смешно там с Басхайдасом Мелековым, нашим чиновником. Вот, эту книгу в 2009 году мы издали. И почему мы издали? Потому что мы хотели доказать, что книгу казахстанских авторов будут покупать. В 2009 году я со многими разговаривал, тогда я слышал очень простую вещь. Какой смысл здесь в Казахстане что-то издавать? Тратить на это деньги. Здесь нету аудитории. Здесь никого не интересуют казахстанские авторы. Многие так говорили. Мы решили эту ситуацию исправить. И это подтвердилось. Подтвердилось, потому что люди устали читать только книги зарубежных авторов. Они хотят увидеть там. Они хотят, Айбек, конечно. Руслан. Конечно, конечно. Да, и потом, видите, когда казахстанский автор пишет книгу на основе казахстанских реалий, пускай это даже фантастика, это уже все-таки ближе, чем там Гарри Поттер, например, и так далее. Вот. Потом очень хорошо сейчас стали появляться детские книги. Да. Это очень хорошо. Да. И на казахском, на русском языках, потому что я думаю, что вот опять же это большой провал государственной работы. Именно детская литература, я считаю, является самым важным элементом развития культуры. Я вот на Ктабфесте, на спиче то же самое говорил, что любой человек, который формируется, он с этого момента и формируется. И это самая первая книга, детская литература, которая и детский автор, который отвечает за то, чтобы это все было хорошо, правильно он вырос. И это огромная роль детского автора. Нам кажется, ой, красивая картинка. Мы тоже продаем книги, да, детские. И у нас все смотрят, о, какая красивая картинка. Когда родители же в основном выбирают. Либо герой, которого он знает, там, Аладдин, что-то такое. И да, я согласен с этим мнением. И у нас реально в детской литературе очень большой провал. Но сейчас это возобновляется, начинают люди интересоваться. Но и проблема в том, что она очень дорогая по цене. Она все-таки сертифицируется, вот на это, видимо, затраты идут. И она очень такая дороговастенькая. Я, кстати, заметил тоже интересный тренд. Пока мы раскачиваемся, например, те же самые россияне, они быстро поняли, что здесь потребность на казахском языке, переводческой литературы детской. Они переводят ее активно. Это вот тоже интересный момент. То есть они видят, рынок созрел, уже потребность есть, они начали этим заниматься. Почему этим не занимаются здесь? Внутри страны, у нас, активно. Это тоже... Я только одно издательство знаю, это Фолиант, который делает сказки, детские сказки, и делают они в двух вариантах, казахском и русском. А Аруна еще есть. Аруна занимается тоже именно детской литературой, очень активно, молодцы, и давно. Но это мало. Это, я считаю, все-таки мало. Для рынка нашего. Для нашего, да. Хотя он небольшой, в принципе. Но, с другой стороны, все равно наличие там 2-3 издательств, которые детских, мне кажется, это все равно немного. Вот. Вернемся к теме вашей деформации вертикали. Почему он вышел именно через месяц после того нашего даты, 19 марта, 19:00? 19:00. А у вас презентация во сколько была? Кстати, да, в 7 часов. В Меломании. Но, опять же, это было связано с тем. 2 года назад, когда я начал готовить эту книгу, я ее готовил как раз к началу транзита. Вы уже примерно... Ну, во-первых, это вторая книга, посвященная транзиту. Первую книгу мы с коллегами писали в 2013 году.
называется «Сумеречная зона» или «Ловушки переходного периода», 6 лет назад, посвященная постназарбаевскому Казахстану. Первая книга. Казахстан? Как будет выглядеть Казахстан? Какая примерно могла быть смена власти здесь? Да, самое главное, что может с Казахстаном произойти с точки зрения ухода главного на системного игрока. Вот, 6 лет назад. Книга тоже была довольно популярна, и в том числе в Астане. Эту книгу 2 года назад, когда я начал готовить, я уже готовил с расчетом на то, что уход Назарбаева это было дело довольно ближайшего времени. Я угадал, потому что когда уже было объявлено о том, что Назарбаев уходит 19 марта, моя книга она уже была готова практически в типографии. То есть получается, к моменту презентации книга она уже была. Вот. И так как раз таки это не было некой случайностью. Вот. Это была как раз таки целенаправленная задача, чтобы эта книга появилась в тот самый момент, когда многие люди будут задаваться вопросом. А что происходит, что нужно делать, какие проблемы есть, чтобы мы сейчас их решили, чтобы завтра эти проблемы не превратились в катастрофу. И потом ведь эта же книга, она тоже рассчитана на тех людей, которые принимают решения политические. Понимаете? Не только для широкой аудитории читательской, да, а вот именно для тех людей, которые решения принимают. Поэтому в Астане она тоже была востребована после выхода. Предпочитаю назвать, скажем так, все-таки Астаной, столица, скажем так, нейтрально, в столице Казахстана. Вот, поэтому я думаю, что появление этой книги для меня было очень важно. Цель спектакля именно показ в это время в чем была? Именно, как вы сказали, на массового зрителя, да, объяснить и истолковать. Здесь, во-первых, предложение сделать спектакль на основе этой книги прозвучало со стороны «Артишок». Да, то есть Настя Тарасова обратилась. Директор, она сказала, насколько интересно. Я обеими руками поддержал. Почему? Потому что уже тогда я понял одну простую мысль. Необходимо говорить о важных вещах разными инструментариями для разной аудитории. Для разного слоя. Да, для разного слоя. То есть одни предпочитают читать академическую книгу. Книгу, скажем так, она научно-публицистическая, да, но она может быть для кого-то тяжеловата. Это все-таки научное исследование. Кто-то предпочитает визуалку. Ему нужно лучше документальный фильм посмотреть, либо какой-то сюжет. Кто-то, например, подкаст любит послушать. Понимаете? То есть много было. Есть, естественно, язык театра. Тоже интересен язык. И у него своя аудитория. Артишок очень популярен, у него своя, скажем так, очень серьезная масса поклонников. Да. Поэтому мы обеими руками поддержали эту идею и с Артишоком скооперировались. Часть денег я внес, часть потянул спонсора в виде фонда Эберта, Фридриха Эберта немецкого. То есть это такое партнерство было. И полностью им дали свободу с точки зрения того, как они реализуют. Мы не вмешивались в сам процесс. Естественно, до этого очень долгие разговоры были, да, по поводу, как мы видим эту ситуацию. То есть это было, скажем так, довольно активная, продуктивная беседа и с Галиной Пиновой, вот, в том числе и тогда с режиссером. То есть получается, как, это был такой хороший симбиоз. Я как пошутил, коня политологии с трепетной ланью Мельпомена, да, театральной, объединили, да, в одну повозку. Вот. И получился этот спектакль. То есть когда мы пришли на премьеру, в 2016 году этого спектакля осенью, мы сами еще не знали, я не знал, как они это все сделали. Мне самому было интересно, как они это подадут. Тут параллель. Да. Я знал, какие основные пункты и моменты они затронут, но я не знал, в какой форме это все будет. Поэтому еще раз повторю, что вот этот пример сотрудничества для нас был очень интересный, очень важный. Это первая вообще попытка объединить аналитиков с театралом в истории Казахстана. И получилось, в принципе, неплохо, насколько я могу понять, потому что очень многие, которые приходили на этот спектакль, они об этой теме вообще не задумывались. После этого хорошая дискуссия, в принципе, возникла о разделении между городом, аулом, да, сельской молодежью, городской радикализм. Да, то есть мы живем вроде в одном государстве, а все в разных измерениях. Вот, да, поэтому я думаю, чем больше будет вот таких коопераций, тем лучше. То есть когда люди из разных сфер, из разных сегментов начнут работать вместе ради какой-то одной идеи, я думаю, это будет очень хороший мультипликативный эффект. Вот эта параллель, она как бы есть до сих пор между регионами и городами, да, нашими большими. И каждый видит себя в этом театре, то, что я увидел.
Потому что, можно сказать, я тоже с региона, и мой взгляд там, и мой взгляд здесь, он разный. И я понимаю, если я сейчас пойду в регион, я застану опять же то же самое же время. Потому что у нас как будто все параллельно. Вакуум, свое общество, общество закрытое, где-то более там казахская, национальная такая держится тематика, дастер традиции, вот это все, где-то более русифицированная. Космополитичная. Да, разношерстная, очень разношерстная, как и наша природа и климат. И насчет сотрудничества, то, что вы говорите, да, она и должна быть такой же разношерстной. По поводу вашего культурного фонда, можете рассказать, в чем задача? Я понимаю, там очень много проектов, и книги, и вот этот спектакль, и документальные фильмы. Вы, за что беретесь? Любой человек может прийти к вам, сказать, вот мой проект, давайте делать. Но опять же, нужно из того, что у меня очень ограниченные возможности, я же не олигарх из списка Forbes. Идея этого фонда возникла, она тоже не спонтанно, потому что я пришел к очень простой мысли. То, что, кстати, вот Ермек Турсунов недавно озвучивал, помните, то, что культура первична, политика вторична. Вот в 2015 году, когда я создал свой фонд, я пришел к мысли о том, что если мы говорим о политическом развитии, об экономическом развитии, без культурного подъема это не получится сделать. Да. Невозможно это сделать в обществе, где невежественных людей больше, чем образованных. Понимаете? Необходимо на своем локальном уровне реализовывать, пускай небольшие локальные проекты, которые могли бы дать больше информации, просветительской в первую очередь, и самое главное, могли бы кого-то воодушевить. То есть я просто на своем примере хотел показать очень простую вещь. Не надо ныть, не надо жаловаться на судьбу, не надо говорить о том, что от меня ничего не зависит. Просто можно делать какие-то вещи, они недорогие. Тут не нужно миллионы долларов, да? А здесь больше как бы даже креатива, да, чем каких-то больших расходов необходимо. Для того, чтобы эти вещи, они действительно играли какую-то определенную важную роль в культурном, историческом развитии Казахстана. Потому что, еще раз повторю, я сторонник супермаркета, назовем это так. Что значит? Я вот помню, я был советским школьником в свое время, советским ребенком. Я помню вот эти магазины советские, когда заходишь в них, и тут вот одна полка это березовый сок, вторая полка томатный сок, и пустые прилавки, больше ничего нет. Ты на это очереди стоишь. Да. А очереди стоишь, когда кто-то сказал, мясо поступило. Да, по 2 килограмма на человека выдавали. Талоном. По талонам. Это в Казахстане. Да. Это опять же вот издержки вот этой советской системы. Мясоедов. Страна мясоедов, получал по 2 килограмма на человека. И очередь была, еще не всем хватало. Вот. Я хочу как раз, чтобы был такой именно культурный супермаркет, чтобы там была разная, опять же, продукция для разной аудитории, сделана в разном формате, разным языком, но она должна иметь одну общую красную линию, общую черту. Эта продукция, она должна повышать определенную планку. С точки зрения образования, с точки зрения культуры, просвещения. Поэтому у меня фонд называется культурно-просветительский фонд. Моя задача именно давать побольше интересной информации в разных форматах. Документальные фильмы, спектакли, книги, музей мы открыли в ГАТОП имени Абая. Театральный музей в 2016 году также для чего открыли? Для того, чтобы люди, когда выходят в антракт между спектаклями, чтобы шли не в бар, а поднимались на 3-й этаж и за 10 минут могли бы узнать всю историю ГАТОПа. А свыше 80 лет нашему театру, один из старейших театров Казахстана. Вот для чего мы этот музей открыли. Поэтому я думаю, что вот эта работа, она, во-первых, мне самому интересна. Вы отдыхаете? Да, это хобби, потому что вот есть такое понятие, опять же, я часто его использую, профессиональный идиотизм. Это американское понятие. Да? В чем фишка? Что человек может быть супер профи в своем сегменте, гениальным стоматологом, да? Или гениальным музыкантом. Если он ничем другим не интересуется, возникает профессиональный идиотизм. То есть с этим человеком тяжело о чем-то поговорить. Кроме зубов или каких-то музыкальных партитур. А я хочу, чтобы человек был энциклопедически развит, чтобы он интересовался абсолютно всеми вещами. Вы еще открывали в Казгу, да? Библиотеку открывали. Он сейчас работает? Да, конечно.
Это тоже была попытка, ну, во-первых, как бы внести свой вклад, помочь коллегам, молодым политологам. Я с Гульнаром Насимовым связался, это заведующий кафедрой вот, политологии, на факультете сейчас политологии и политических технологий. Вот, то есть отделение политологии и политических технологий на факультете философии и политологии. И я предложил в 2015 году, им создать библиотеку с нуля. Не только по политической науке, по всем социальным наукам. Социология, история, философия, на разных языках абсолютно. И вот получается, уже она существует, ну, 3-4 год. Там около 3500 книг. Да, кстати, вот здесь, я сейчас покажу. Вот Гульнара сделала каталог, вот он, каталог печатных книжных изданий библиотеки по политической науке. В 2017 году. Да, они вот сделали в 2017 году уже этот каталог. Уже больше, наверное, да, здесь уже все книги, которые здесь есть. И самое интересное, мы где-то почти год библиотеку эту очень активно раскручивали. В каком плане? Мы туда приглашали людей, авторов разных книг, которые не только свои книги дарили в эту библиотеку, то есть пополняли ее фонд, но и тоже вели лекцию, беседу со студентами, преподавателями, то есть как бы 2 в 1 было. Это было очень важно, потому что тем самым молодежь могла познакомиться. Ермек Турсунов приходил, например, вот, иностранцы приходили, например, вот Нацука Ока, чью книгу мы издали про Японию. Когда приезжал на презентацию этой книги, мы тоже ее вот пригласили на встречу со студентами, она общалась. Очень было много интересных людей. Даже приходили те, кто сам не писал свои собственные книги, но приносил книги из своих домашних библиотек. И более того, подключились потом еще и международные организации, которые стали присылать книги. Посольство Австралии, я там очень хорошо знаю некоторых людей, они сидят в Москве, они прислали из Австралии целую коробку книг про австралийскую систему, политическую, медийную, вообще это интересно было. Из другого материка. Да, из другого материка, именно для этого, потому что я попросил, давайте, мы не знаем ничего про Австралию, ну давайте пришлите что-то на английском языке, хорошо, кому-то может это будет интересно. Разберутся, да, международникам. То есть это опять же была как бы попытка дать возможности молодежи познакомиться с новинками книжными. Не только старыми, ну, Пушкинку тоже можно пойти в Национальную библиотеку, там тоже много книг есть. Но мы хотели именно новинки, чтобы новинки появлялись в этой библиотеке. То, что даже вот у меня в библиотеке есть, она у меня большая домашняя библиотека, но многих вещей нет, которые там есть. Потому что там столько людей приходило со своими последними книжными изданиями и дарили обязательно эти книги. Поэтому это была тоже попытка, скажем так, объединить аналитический сегмент Казахстана с образовательным в рамках вот библиотечного вот этого проекта. Я был в последний раз в Казгу, там была встреча Олжа Слюменов, Мурат Уэзов по поводу закрытия Семипалатинского полигона и движения «Не лада семьи». Ну, зал был неполный, видимо, студентов, может быть, загнали. И меня поразило, когда стоит ректор, говорит: зал, если вам не интересно, вы можете уходить. Студенты потому что спали. Мне это, например, не понравилось. Почему студент, да, тебе 18-19 лет, тебе не интересно, ты бы не стоял здесь, если бы этого движения не было бы, и вот это все бы не остановилось. Или в каком бы состоянии ты стоял здесь. Потому что мы последствия до сих пор обнаруживаем. А это, кстати, ты вот эту тему затронул, опять же, это возвращаясь к тому, о чем мы говорили. Да. На государственном уровне у нас истории не уделяют большого внимания. Если с самого детства бы наших детей воспитывали на основе вот этих исторических вещей, благодаря которым и Казахстан возник независимый, да, тогда многие бы это воспринимали ближе к сердцу. А так это что-то слишком далекое для них, как для нас вот. Меня не касается. Меня это не касается, да, тут вообще, вот как для нас там средневековье, да, там период царский был, да, то есть вообще это там вообще другая эпоха. Даже советская эпоха сейчас для многих как средневековье. Ну, для New Generation. New Generation, да, для них это вообще непонятно, что такое Советский Союз был. Понимаете? Когда говоришь телефон, мы крутим. Да, то есть когда это все как черно-белый телевизор вот так переключали, да, отвертка или плоскогубцы. То есть вот это опять же является провал работы. Я думаю, провал работы, ведь не надо винить семью только, да, то что вот, там в семьях детям не прививают, да, родители, потому что, извините, многие родители сами выживали. В 90-х годах, да, ну помните, да? Им не до этого было, я помню же, развал Союза, когда многие старались себя прокормить, детей, поэтому, ну это печально, конечно, печально.
Да, очень, ну, мне было неприятно в этом отношении. Ваша премия Халам, которую говорили, Алтын Халам, он же не каждый год проходит? Нет, это каждый год. Были определенные небольшие перерывы, но стараемся каждый год проводить. Сейчас уже больше международных. Были международные авторы, да, у нас года 2 назад, но мы сейчас больше сконцентрируемся все-таки на поддержку казахстанских. Чтобы своих поддержать. Чтобы своих поддержать, да, потому что нам прислали работы из Молдавии, из России, из Израиля, вот, из США. Потому что узнали люди, что есть конкурс литературный в Казахстане. Это было для нас тоже интересно, кстати. На самом деле, как они узнали. Как узнали, да, и присылали. Там много людей, которые пишут на русском языке, прислали свои работы. Задача ваша – это раскрыть. Наша задача поддержать молодые таланты, в первую очередь, в разных жанрах писательских, со всех регионов Казахстана. И опять же, мы денежные премии вели только последние несколько лет. До этого у нас не было финансов. Мы давали только грамоты. Но, опять же, я считаю, что самое важное для любого начинающего писателя – это эмоциональная поддержка его труда. Воодушевление. Да. Тебя отметили, ты выиграл, на тебя обратили внимание. Я думаю, что это как-то уже должно стимулировать человека заняться писательской деятельностью уже профессионально. Такое модное слово – мотивация. Мотивация, да, это такой мотивирующий проект у нас, конечно. Вот. Мы так и старались работу вести. Я думаю, что, в принципе, на безрыбье рак рыба, то есть это все же проект энтузиастов. Идея. То есть собрали люди, нашли спонсоров, которые тоже заинтересовались. Государство здесь не имеет никакого к этому отношения. То есть 10 лет это просто работа энтузиастов, которые свободное от работы время, в том числе занимаются и этим. Понимаете? Это не какой-то там отдельный целый сегмент нашей профессиональной деятельности, нет. Мы тоже сейчас планируем делать свой фестиваль. Это будет литературный фестиваль, и мы хотим больше ориентироваться на молодежь и сделать ее модной, такой красивой, вкусной, чтобы именно с улицы человек зашел, он для себя что-то нашел. Может быть, он где-то там пишет, да, в сетях, не знаю, посты в Инстаграме, в Телеграме, в Фейсбуке, а может он из этого сделает что-то другое, цельное и вдохновляющее такое было. И призовой фонд от чего формируется Алтын Халам? Ну, опять же, это поддержка спонсоров. Потому что когда появились спонсоры, и самое интересное, что ведь некоторые спонсоры приходили уже сами. То есть они видели, что сам литературный конкурс – это не какая-то там однодневка. Он существует уже не первый год, регулярно, вопреки всему. Он проводится энтузиастами, которые все время ищут место где-то провести. Обзвоны делаются всех этих авторов, которые приезжают в Алматы из регионов и так далее. Это тоже такая, знаете, работа сложная. Когда некоторые спонсоры увидели, что этот проект существует уже долгое время на энтузиазме, они, естественно, посчитали, что это стоит того, чтобы на него потратить. Да. Я думаю, это тоже хороший показатель. То есть бизнес стал постепенно тоже понимать, что такие вещи, это не только какую-то эстрадную певицу пригласить из России, да, на какое-то мероприятие. Да, и заработать. Нет. А вложить именно в казахстанский контент, писательский. В культуру. И в культуру, в том числе, Казахстана. Современную культуру Казахстана, назовем это так. Потому что там в основном это современный писатель. Потом вы издаете, да? Да, некоторые книги, да, некоторые были сборники, которые мы издавали. Вот. Но опять же, у нас все-таки это Алтын Халам, это же не издательская деятельность. Миссия основная все-таки это больше, скажем так, раскрыть у людей таланты и мотивировать их дальше заниматься писательской деятельностью. Потому что вот я отдельно занимаюсь издательством в рамках своего формата, то есть сам уже определяю авторов, потому что я трачу свои деньги на это. Вот, не спонсорские, а свои личные деньги. Естественно, что, опять же, у меня очень ограниченные возможности. Столько много интересных идей у людей. И приходит очень много людей, вы же говорили, да? Приходит очень много людей с предложениями. У меня просто физически на всех не хватает. Вот физически не хватает ресурсов. Я, опять же, если у меня будет возможность, естественно, я буду и расширять их. Обычно, например, я старался издавать в рамках фонда около 2-3 книг, не больше. В год. То есть примерно настолько у меня хватало возможностей финансовых. Вот. Если будет эти больше возможностей, буду издавать больше, естественно. Но 2-3 книги, да, это вот то, что я могу потянуть. Потому что издание одной книги – это довольно дорогостоящая вещь. Митио Каку знаете?
Нет. Это известный физик американский японского происхождения, популяризатор науки. Как Хокинг, например, как у нас Капиц когда-то. Да, то есть он рассказывает об астрономии и так далее очень понятным языком для широкой публики, чтобы как можно больше людей привлекали к науке. У него было очень классное выражение. Современная система образования готовит людей к профессиям, которые уже умерли. И самое интересное, что об этом говорят практически все. Вот те люди, которые прямо или косвенно связаны с наукой, с образованием и так далее. Вот, у этого блогера даже Варламова, знаете, да, блогера этого? Архитектор, который? Да, который ездит по городам. Даже у него был интересный тезис о том, почему, например, сейчас идет, в принципе, говорит, главная война, в которую Россия уже проиграла, это война за мозги. Вот самая серьезная битва, это война за мозги. Мы тоже, кстати, эту войну проиграли, потому что многие мозги утекают из страны. Опять же, если вернуться к вашему вот вопросу, самый главный тренд, который сейчас будет иметь очень долгоиграющую такую историю, это тренд на постоянное самообразование. Сейчас? Да. Уже сейчас. Всю жизнь ты должен учиться. Это не как раньше, да? Получил диплом, пошел на завод или еще куда-то работать, да? Как в советское время, да? Все, и всю жизнь там у тебя обеспечено. Так не получится. Рынок труда меняется так быстро, часть профессии отомрет. По естественным причинам, их заменит там искусственный интеллект, да? Часть профессий останется. Например, сейчас очень популярный тезис социальный интеллект или там социальное лидерство. Сейчас столько мотивирующих лекторов есть на эту тему. И когда их послушаешь, что такое социальный интеллект, они все акцент делают на одной простой вещи. Уже сейчас возник большой дефицит в людях, которые разбираются не в технике. Технарей сейчас очень много стало. Да. Хороших специалистов по программированию, да, хороших там IT-спецов там, и так далее. Но и в чем их проблема? Эти люди слишком замкнутые, интровертные. Они не умеют работать в команде. Исчезли люди, которые могли бы из разных людей создать команду, эффективную, работающую. Менеджера, да, который мог бы их мотивировать. И именно через эмоциональную связь, установление таких связей. Я даже в последнее время стал читать интересные, зарубежные в основном, публикации, связанные с тем, что возник дефицит гуманитариев. То, что все в технари уходят? Да, то есть был период, когда многие ушли, помните, когда был период, юристы, финансисты, потом все кинулись в технические сферы, дефицит хороших гуманитариев. И в том числе, вот интересно был тезис о том, что сейчас, вот в чем проблема современного общества, современной человеческой цивилизации, исчезли философские парадигмы идей. Помните, в течение многих столетий они были основой для развития общества. Идеи просвещения, да? Вообще каждая эпоха порождала философов, целую плеяду философов, которые определяли общественное мнение и сознание. Сейчас, если посмотрите, философов не осталось в мире. Есть трендсеттеры, например, да? Лидеры мнений. А философы, может быть, один из последних философов, это Ноам Хомский. Ноам Хомский, это американский известный ученый. Вот он является философом, который тоже пишет на разные темы, в том числе связанные с современными трендами, но он как раз-таки, в чем его фишка, он является интересным миксом. Это философ, который известен многим. Поэтому его философские концепции, они очень известны во многих странах мира, да, популярны, точно тоже популяризатор разных точек зрения. И вот Ноам Хомский, в принципе, является одним из единственных примеров современного философа, на которого еще обращают внимание. А вот опять же, если вернуться к профессии, я думаю, что самое главное, что необходимо понимать, это опять же первое, что исчезло уже понятие профессии как таковой на всю жизнь. Вы должны быть готовы к тому, что ваши профессии будут меняться. Либо в рамках своей профессиональной ниши вы постоянно должны находить новые грани этой профессии. Улучшение, модернизация, апгрейд постоянно проводить. Это первое. Второе. Всегда выбирайте профессию не с точки зрения денежного интереса. Я понимаю, многие карьеру хотят сделать, да, получить, скажем так, хорошие денежные бонусы, зарплату. Но я сейчас вижу интересный тренд, когда успешные люди, финансисты, банкиры, там, люди не бедные, они резко меняют свою жизнь и уходят в совсем другие сегменты профессиональные и разочарованы. Потому что они всю жизнь занимались не тем, что им нравится. Вы должны всегда заниматься тем, к чему у вас душа лежит. Не надо всю жизнь себя ломать, ходить на работу, которую ты ненавидишь, но где хорошо платят. Потому что жизнь такая короткая штука, что когда вы уже подойдете к ее окончанию и поглянетесь назад, вопрос, а что вы вспомните в этой жизни? Бонусы, что ли, денежные? Или какие-то ваши триумфы, успехи, поражения? Останутся ощущения. Ощущения, в том-то и дело. Это важно. Поэтому ваша профессия должна быть выбрана не родителями.
не родственниками, вот, которые готовы даже за нее заплатить, да, лишь бы диплом получили. Да, нет. Потом тебя устроят на работу. Да, потом устроят на работу, которая тебе тоже не нравится, но потому что тебя туда именно устроили. Берегите свое время, оно очень быстротечно, очень скоротечно. Поэтому, если вы хотите себя реализовать, найдите ту самую нишу, которая вас развивает, с одной стороны, да, душевно в какой-то степени мотивирует все время не стоять на месте. Потому что со временем, если вы будете заниматься нелюбимым делом, вы превратитесь в зомби, который станет заложником рутины. Дом, работа, карьерный рост, да, и все. И в конечном счете многие из вас придут к разочарованию, что жизнь вы потратили не на то, на что хотели. Но уже, может быть, будет поздно по тем или иным причинам. Хотя я думаю, что, конечно, можно и в 50-60 лет резко все поменять. Тем более, что сейчас, например, продолжительность жизни увеличивается, и по индикаторам ВОЗ к молодым людям относятся даже 40-летние. Да, кстати. Тоже интересно. Наш уже в этом году год молодежи, и типа до 35 лет мы молодые. И ВОЗ 39 он поставил. Ну да, получается. Ну, почти ближе к 40. Да. Вот. Это опять же связано с тем, что продолжительность жизни очень высокая, потому что в свое время, например, многие считали, что если ты там к 30 годам ничего не добьешься, все. Но тогда и люди жили меньше, да, с точки зрения продолжительности. Сейчас намного выше, то есть человек и в 50-60 лет может с нуля создать нечто, что сделает его гуру в чем-то. Историки все. Да. Или даже возьми Стив Джобс. Через что такое не прошел, чтобы потом создать вот эту империю известную. Он уже в зрелом возрасте это сделал. Но вот пример Стива Джобса является очень... Помните, как он резко менял? Его же убрали с Apple, да, выгнали оттуда. Куда? В Pixar ушел. Ушел в Pixar, мультипликацию. Да. Вот пример того, что человек ушел не туда, куда ему сказали, да, или где больше платят. Он ушел там, где увидел, что здесь ему понравится. Там создал персонаж. И он создал абсолютно вот эти истории игрушек, да, одна из, скажем так, лучших мультипликационных, 3D, одни из первых. Да. Вот пример Стива Джобса. Он не побоялся поменять профессиональную нишу, занялся любимым делом и сделал опять шедевр. Потом вернулся туда, где им снова нравится. Да? Вот пример Стива Джобса, Илона Маска. Классический пример, да? Он, в принципе, миллиардер, мог бы спокойно, извините, на яхтах кататься. Так нет же, туркнул его финансирующего в эту программу космическую. Дорогостоящую. А почему? Потому что у него вот эта детская мечта на Марсе создать цивилизацию. Понимаете? Быть первым, кто на Марсе пошлет человека на Марс, да, и на там... колонизацию. Да, на колонизацию. Это мечта, это же мечта. Детская мечта, да, дайте. У нас мечтателей мало стало. Вот в чем проблема. Поэтому совет еще один. Всегда будьте мечтателями. Мечта – это такая вещь вроде аморфная, да, но зато если она у вас в голове сидит, и вы на это будете посвящать все свое время, то вы сами удивитесь, как вы измените себя и мир вокруг себя. Дорогие друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Еще раз у нас в гостях Досым Сатпаев. Всем спасибо, всем до свидания. Всего хорошего, до свидания, спасибо.